Всем добрый вечер. Благодарю, что нашли время в конец рабочего дня. Да, и меня зовут Юлия, я детский нейропсихолог, и сегодня мы хотим с совместно с Харасхал поговорить именно о нейропсихологии. Ой, точнее, не нейропсихологии, а нейропсихологических, даже, можно сказать, особенностях детей с нарушениями слуха. Да? Если уж кратко говорить, то в чем отличие нашей деятельности от психолога, это о том, что мы изучаем в основном вот именно мозговую организацию, да? Что происходит с мозгом и к чему это приводит, и каким образом это отражается на высших психических функциях, да, высших. Уважаемые слушатели, можете пока микрофон выключить у себя, но если у вас возникают вопросы, задаем сразу, да, можете написать, тогда мне Мария прочитает, не боимся перебивать, чтобы потом не забылось, так скажем, да. Так что формат такого живого общения приветствуется, поэтому смело спрашивай. И сразу по организационным моментам, да, сегодня у нас встреча такая ознакомительная, так скажем, да, мы поговорим, точнее я расскажу, постараюсь много показать, да, что можно и какие упражнения, какие занятия взять, да, но сразу говорю, что завтра в течение дня я в группу кину дополнительную анкету, да, потому что так как у нас диапазон очень хороший, начиная с раннего детства, если они до 8 дети подошли наши, да, и заканчивая вот 18-летними уже достаточно взрослыми ребятами, и диапазон широкий возрастной, да, и, соответственно, задания тоже будут разные. Схожие, но разные по степени сложности, так скажем, да. И вот эту четкую структуру я обязательно в группу скину, и, соответственно, вы будете выполнять по возрастам. Но для того, чтобы понимать, зачем это делать, вот поэтому мы сегодня с вами ознакомливаемся, говорим об этом и будем что-то пробовать. Вопрос у меня: рядом с вами есть кто-нибудь приготовил мячи разного размера, какие есть? Если есть возможность, пожалуйста, покажите мне, какой у вас мяч на вооружении есть сейчас, в данный момент. Самый один из таких легко доступных и популярных. Так, ага, массажный мячик вижу, хорошо. Кстати, где мои массажные мячи? Массажный мячик вижу, так, еще какие мячи есть? Универсальный инвентарь, я вам хочу сказать, да? Какие, Александр? Ага, вот здорово, примерно средний мяч, хорошо. Так, ага, средний примерно где-то вот такой, по-моему, Евдокии. Чисто по картинке, да? Угу. Так, мяч нам нужен будет всем, как говорится, по соразмерности с возрастом. Тем старше ребенок, тем может быть меньше мяч, да? И должен быть меньше, вот, допустим, даже если у вас есть вот такой теннисный шершавый, как раз-таки, он наоборот другого качества, да, твердый, для ребят постарше, 18-летним, 16-летним, даже 12-летним, вот этот мяч тоже может подойти, потому что у нас будет упражнение жонглирования. Даже не жонглирование, а простое вот кидание, ловля мяча, да. Замечательно, почти суджок, металлический. И на будущее вот с инвентарем вот есть такой мяч силиконовый, но он называется на самом деле это эспандер кистевой детский, да. Вот, здорово, ага, здорово, языки. Угу. На будущее, например, их можно приобрести, да. И важно, чтобы, начиная с малышей до взрослого возраста, теннисные обычные мячи, да, для настольного тенниса. То есть теннисные мячи мы используем вовсю, и для настольного тенниса, и для большого тенниса. Вот, хорошо, мячи увидела, довольно, начинаем, да. И смотрите, так как у нас мы изучаем именно мозговую организацию, само собой вы в особенностях именно
Слухового восприятия вы все знаете, да, с болезнью ребенка знакомы. Все про него достаточно много, наверное, лучше даже меня знаете местами. Поэтому, если уж очень просто говорить, если мозговой организация локально, это, конечно, у нас будет височные области, да, и в зависимости там, где у нас, вот тут не у всех двухсторонние, местами вот правосторонние написано, да, и, ну, большинство, я смотрю, двухстороннее сенсоневральное, то есть там уже у нас страдает слуховой нерв, да, большинство. И, соответственно, те, у кого есть кохлеарные импланты, аппараты, если у меня вот для меня очень важно, если у ребенка, допустим, ну, в данный момент, благодаря либо кохлеарному импланту, либо благодаря аппарату, есть ли слышимость у ребенка. Ну вот где конкретно написано, кроме того, где написано глухота. Об этом я вас спрошу завтра, да, в анкете все будет написано. И в зависимости от этого также восполняется и видоизменяется немножко задание. Если у ребенка есть слух, хоть и малый, то это уже хорошо, да? Но при мозговой организации важно сказать, что, допустим, и есть большая разница, если ребенок родился глухим, либо он стал, да? Либо был период тогда, когда ребенок слабо, средне, хорошо, полноценно слышал даже, да? Когда я пропала? Так, надеюсь, да? То есть, что? То есть очень важный период, и очень хорошо, если у ребенка был период, когда он слышал, да, и потом наступила болезнь, либо когда он родился изначально уже глухим, когда в мозге нет, грубо говоря, информации о звуках, да, о шумах, потому что шум и речевые звуки, они локально в мозговой организации имеют разную локализацию, да? И, соответственно, очень хорошо, когда изначально у ребенка есть вот шумовой слух, опыт такой, да, когда он слышал. И мозг успевает установить некие нейронные сети, связи, да, что как опыт у ребенка он и есть. И этот опыт нам полезен и нужен, да, мы на него своего рода будем опираться. И такой ребенку, у которого есть опыт, он легче уже при правильной организации коррекционной работы, при правильной организации реабилитационной и педагогической деятельности, да, по обучению ребенка, чем раньше, тем лучше, как обычно, да, у него гораздо лучше и продуктивнее сохраняются высшие психические функции. Что я имею в виду под высшими психическими функциями? Высшие психические функции – это у нас все наши познавательные процессы. Внимание, мышление, воображение, да, память. И так как у нас дети все равно являются, классифицируются как дети, да, дефицитарного психического развития. Так, подождите, где у меня картинка? Ага, дефицитарного психического развития. Мария, можно следующий слайд? Дефицитарного психического развития. Поэтому, если в целом, да, если мы берем норму, вот тут у нас есть примерная схема процентного соотношения, да, органов чувств. 5 у нас они, да, 5 каналов, по которым мы воспринимаем и собираем информацию о внешнем мире и из внешнего мира. Так, я звук выключила. Хорошо. И слух у нас на втором месте, 20%. В первую очередь, это, конечно, мы опираемся на зрительный анализатор, да? Но тем не менее, вот вроде бы как процент небольшой, 20%, но слух по социальной своей значимости, так скажем, он важнее, да? Если при потере зрения нарушается, естественно, там своего рода свои искажение психических процессов идет, но если вот очень просто говоря, я теряю картинку внешнего мира, да, то с потерей слуха я еще и очень четко начинаю терять качество своей речи, да. При зрении речь как таковой может и не пострадать,
да? Достаточно, потому что у нас центр находится на затылочной области, и ребенок слышит, и речь развивается, а при нарушении слуха у нас речевая задержка обязательно идет следом. Да? И очень хорошо, само собой, когда речь у него была глухота, ну, нарушение слуха у нас возникло позже, но если вот в раннем возрасте от 2 до 3 лет, даже если ребенок сначала вроде бы как в год, в 1,5-2 начинал заговаривать, потом случилось, да, то речь там может пропасть совсем. Угу. А если вот у ребят 8, 10, 11, 12 и старше, тут также шансы сохранить речь и развивать речь при условии реабилитации тугоухости, да, очень даже достаточно такие хорошие шансы, так скажем. Но тем не менее, вот стертость, следующий слайд можно, пожалуйста? Стертость вот этой речи, слабый тон речи, они могут оставаться. И так как целая картинка, если, грубо говоря, у нашего, всех наших психических процессов, если его представлять как яблоко, то он практически цельный, но вот 20% кусочков этого не хватает, и в этот кусочек все равно те или иные процессы, они, та или иная информация, которую мы получаем путем слуха, оно взаимодействует, влияет на все высшие психические функции, да? Поэтому так или иначе все процессы имеют тенденцию, ну, сказать, не так, чтобы пострадать, но страдать, да, страдать, если просто говоря. И в первую очередь, вот, допустим, восприятие, они, естественно, ребенок компенсаторно, мозг очень пластичный, и тогда, когда у него он не получает информацию с того или иного анализатора, он это компенсирует, да, через усиление другого анализатора. Это даже нам с вами, обычным, ну, так сказать, здоровым людям при сахаранных анализаторах заметно. Мы когда лежим, смотрим телевизор, вроде бы как звук нормальный, стоит нам закрыть глаза, там, либо начинать засыпать, нам кажется, что телевизор говорит громче. Как будто говорит он громче. На самом деле он не громче, но так как мы, так скажем, отключили свой зрительный анализатор, активизируется другой анализатор, да, то есть усиливается слух, и усиливается слух, у кого-то может и обоняние усиливаться, да, так что этот механизм компенсаторный, природный, генетически он нам заложен, и мозг его применяет, как говорится, практически на автопилоте. И, соответственно, он пытается компенсировать у таких детей, почему мы ушли обратно, Мария, у таких детей, они наоборот, когда зрительную картинку изображают, они, может быть, более ярче, более шире даже, да, более принимают картинки. Цвета могут больше оттенков различать, чем обычные дети, да, поэтому в этом плане, а если бывает так, что когда слух совсем-совсем утерян, то тогда очень хорошо активизируется тактильная вибрационная чувствительность. Поэтому мы этот момент должны использовать и заходить через, соответственно, через зрительное восприятие и тактильные кинестетические ощущения, да. Что происходит с памятью? Как, ну, чаще всего оно, в принципе, бывает так, что так как у нас по мозговой организации любая информация, зрительная, слуховая, они проходят несколько этажей, да, как таковой конечная оценка, конечно, происходит на коре головного мозга, и благодаря ассоциативной коре оно собирается в какие-то образы и представления, но до этого в подкорковых, в первичных там слуховых буграх, зрительных буграх, они происходят несколько этапов, да, это если я беру, ну давайте возьму зрительный пример, если я вот смотрю на стол, и вначале мы все, наверное, помним, как на фотоаппарате, да, у нас слайд пошел гулять, но ничего страшного.
Как на фотоаппарате, во-первых, картинка изображается на сетчатке глаза перевернута, а на уровне подкорковых структур она разбивается на миллионы частей. Есть отдельные клетки, которые воспринимают, грубо говоря, правый угол, верхний вот угол стола, да, а кто-то только середину, а кто-то это кончик. И чем выше мы подходим к горе, тем дальше рисунок опять обратно синтезируется, интегрируется и превращается в законченный образ. И таким образом примерно то же самое происходит и с звуковыми информацией. Да? Оно разбивается, соединяется, и таким образом мы постепенно получаем тот или иной шум, мы его начинаем как бы обогащать, понимать, принимать, оперировать ими, да, то есть и даже если я не говорю, то по крайней мере по шуму ребенок начинает до речевой период, ребенок по шуму начинает определять, что шумит, да. Вот, и вот этот шумовой слух, который берет в первую очередь отсылку к правому полушарию. Собственно, речевой шум при нарушении, допустим, в левом полушарии, да, то когда мы говорим, если у вас у ребенка стояла там сенсомоторная алалия, когда речь не воспринимается как речь, а это некий какой шум, да, не может ребенок вычленить, точнее не ребенок, а вот на уровне коры головного мозга не проходит хорошей дифференциации. И таким образом оно многоэтапная ступень происходит, но так как память у нас, она имеет свою природу именно подкорковую, да, из таламуса, гипоталамуса история начинается, да, поэтому в этой подкорковой своей истории мы наблюдаем очень часто, что у детей, вот как тут написано, они могут забывать то, что видели, да, иногда это тоже индивидуально, либо вот они вот знали, и через какое-то время, когда им предъявляется материал, они могут его и не узнать, и как будто первый раз видят, да. Поэтому при повторной стимуляции, когда то, что редко проявляется, встречается у ребенка перед глазами, оно может оставлять слабый след, так скажем. Да? И при понимании, если у ребенка есть речь, и он картинку еще, визуальный образ, он еще может как-то вот сохранить как картинку общее, да? Потому что ему сохранить образ нужно целиком, а вот подетально, по частям сохранять трудно. По частям сохранять трудно, поэтому им, допустим, в плане речевом, если у ребенка речь развита, да, неважно, более-менее такой, когда он может сказать предложениями, говорит или более-менее выражает свою мысль, но вот с пересказами текста могут быть сложности, да, в понимании и пересказе прочитанных. Мышление, оно, так как в силу того, что действительно у ребенка есть задержка, да, выраженная задержка речевого развития, само собой словесно-логическое мышление, как, собственно, это как таковое, да, когда оперирование понятиями, словесными понятиями, образами в виде слов, да, поэтому в этом плане логическое мышление, словесно-логическое, просто логическое мышление, оно может чуть-чуть запаздывать. Больше это наглядно-образное, такое компенсаторное. И поэтому наглядно-образное мышление, а у малышей раннего детства это наглядно-действенное, само собой, так же, как в антогенезе у обычных детей, наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Да? И наглядно-действенное мышление, то есть когда я беру конкретно что-то, делаю прям руками, ногами, и наглядно-образное, когда я вижу картинками, да, уже и умение оперировать, так же, как умение собирать пазлы. Но это уже изображение, это не слово, да, это не то, чего не существует. Слово – это такое слово, оно не существует, и оно вот где-то есть, и вместе с этим словом мне должна в голове появиться картинка, да, поэтому оно относится к категории квазипространства, пространства которого нет. И поэтому в этом пространстве детям оперировать при нарушении слуха тяжеловато. Поэтому очень часто мы также выходим компенсаторно через активацию наглядно-действенного, малышам точно, и младшего школьного возраста, да, все равно через наглядно-образное. И старшим детям тоже обязательно с опорой на наглядно-образное мышление.
Поэтому очень много визуальной информации, визуального подкрепления, да, и наглядного материала. Внимание! Внимание, вот тут выражается разница есть, смотря в чем предъявляется, если это есть законченный образ, либо это символ какой-то, да. Поэтому в этом плане, смотря что мы предъявляем ребенку. Но в целом внимание, оно также характеризуется слабой устойчивостью, да, и слабым переключением от задачи к задаче, да. И так как в целом, вот, ну, речь, понятно, немножко эмоции перепрыгивая, да, речь у нас недостаточно развита, дисфонична, то есть ребенок может громко говорить, тихо говорить, наоборот, да, смазанно и путать звуки, там, шипящие со свистящими, твердыми с мягкими, поэтому речь может быть в этом плане моторно не очень внятная, да. И, ну, если совсем не говорит, то мы уже обучаем ребенка в жестовой речи. И она тоже является речью, но жестовой при немоте, да. Но тем не менее, тогда, когда у нас речь отсутствует, либо слабо развита, но тем не менее чисто внутренней среде, психологически ребенку это очень имеет большое напряжение, да, потому что все вот это чисто визуально контролировать, все время удерживать внимание на педагоге, на родителе, на его род, когда он научился ребенок читать. По губам все равно ребенок смотрит, например, мы вызываем интерес его к своему артикуляционному губам, например, да. Тогда, когда мы его изучаем, это требует очень много концентрации внимания. Но по свойству своей нейродинамики, что значит, вот тут последний пункт у нас есть, да, нейродинамика, характеризуются ребята достаточно быстрой утомляемостью и нарушением работоспособности. Что это значит? То есть свойства нервной системы, точнее, имеет свойство быстро истощаться, быстро уставать, да, поэтому тогда, когда ребенок, особенно когда он занимается интеллектуальной деятельностью, то батарейки могут садиться гораздо быстрее. Поэтому ребятам нужно в процессе занятия обязательно включать динамические паузы, обязательно нужно подвигаться, обязательно нужно что-то конкретно, ну мы все равно в основном все делаем визуально и руками, да, но тем не менее нам нужно более активно включать крупную моторику, то есть все тело целиком. И для того, чтобы вот у нас мозг, неважно, любого человека, он восполняет свою энергию, он у нас у всех, так скажем, ограничен, у всех волнообразно, да, есть пик внимания, есть период падения внимания. Разница лишь в том, что у кого-то это очень флуктуативно, резко оно поднимается, спускается, поднимается, спускается, а у других, ну, при здоровой, хорошей нервной системе, при гармоничном возбуждении и торможении, просто вот этот гребень волны, он более такой устойчивый, тогда, скажем, не американские горки напоминает, а более-менее плавную, имеющую свойство переходить от возбуждения к торможению гораздо плавнее, без резких выпадов, да, без резких вот этих скачков. И, соответственно, тогда такая нервная система позволяет плавно переходить от задачи к задаче, быть более устойчивым, быть более концентрированным, да, быть более собранным, просто говоря. И в силу того, что у нас как бы идет крен по каналам восприятия, да, у нас, грубо говоря, один анализатор работает неполноценно, но за счет этого другой анализатор, в первую очередь зрительный, перегружается очень много, да, на него очень много накладывается, ребенок очень много воспринимает зрительной информации, и он как бы опирается на него, буквально таки, да, поэтому это требует хорошей энергии психической, хорошей, эту энергию мозг накапливает либо только питанием и движением, да,
ну и, соответственно, сон полноценный, хороший. Поэтому тут вопрос будет о том, как ребята у нас питаются, насколько полноценно, да, и второе, это у нас движение, нейродинамика, то есть мы это восполняем, заряжаем наши мозги, восполняем их энергией через движение, начиная с крупной моторики. Это ритмовые упражнения любые и еще плюс дыхание. Обязательно дыхательные упражнения. Обязательно, если мы к телу, если мы обязательно обращаемся снова к телу, нам максимально нужно его насытить. Тем более ребята в этом плане могут быть достаточно тактильно чувствительными, да? Поэтому этот момент нам нужно использовать и через эти каналы тоже осознанно, целенаправленно обогащать их тактильными и сенсорными ощущениями, да? Так же, как и зрительными ощущениями. Плюс еще, так как внимание полноценно, вот сиди там, сын и дочь, давай мы будем с тобой там таблицы Шульте считать, циферки там искать, да, развивать свою концентрацию внимания, это не всегда подходит, потому что именно такая статичная нагрузка на внимание, оно подходит только тогда, когда у ребенка есть хороший заряд энергии. Поэтому нам сначала изначально нужно этот заряд обеспечить. Да? И очень хорошо, когда мы развиваем внимание по отношению к телу. Да? Тогда, когда ребенок, проще говоря, ловок, проще говоря, хорошо чувствует и координирует руки, ноги, чем внимателен, неосознанно внимателен к своему телу, тем лучше становится и формируется фундамент для произвольного внимания, как уже психического процесса. Да? Поэтому если мы понимаем, что у нас есть расстройство внимания, каким образом? Ну вот чуть-чуть его только хватает. Там, я не говорю про малышей там 2-3 года и 5 лет, да, но вот чуть-чуть хватает, если там детей 8 лет, вот это уже там будет расстройство, да, что вот он может смотреть только тогда, пока ему интересно, когда ему не интересно, уже не смотрит, так скажем, да, либо он много отвлекается периодически, да, там сидит там педагог, либо кто-нибудь просит, а он там уже ручками тянется к чему-то другому, глазки уже ушли на другую игрушку, либо на другой предмет, да, таким образом ребенок начинает уже отвлекаться, не удерживает внимание, и, соответственно, мы начинаем понимать через какое-то время, чем это как, чисто как по-модерному, как схватка, да, чем меньше диапазон, чем чаще ребенок начинает отвлекаться, чем мы больше должны понимать, что все, человек утомился. Нам надо встать, подышать, подвигаться. Режимный момент обязательно соблюдать, обязательный режим гаджетов, допустим, даже если они там сидят, играют, разукрашивают, пазлы собирают, тем не менее, да, это опять же активизация через зрительных восприятие, да, оно в зависимости от возраста, ну, точно уж детям, дошкольникам за 2 часа и младшим школьникам за 2 часа до сна гаджетов не должно быть, это должна быть какая-нибудь спокойная игра, это, как говорится, Европу не открою, Америку не открою, поэтому в этот период как раз-таки период настольных семейных игр, так скажем, да, либо в чего-нибудь более спокойного, кроме как вот, гаджетов. Это перевозбуждает нервную систему, оно вот постоянное свечение в глаз, оно также не положительно, отрицательно влияет на выработку гормона сна. Так что, поэтому, если ребенок в период сна он долго лежит и ворочается, не спит, либо он резко проваливается в сон, да, вот не касаясь подушки, это для нас будет звоночком. Поэтому телефон мы убираем, соответственно, когда мы кушаем, либо мы заняты, едем куда-то, да,
в процессе движения. У этих гаджетов тоже не должно быть. Также, ну вот это режим моменты, питание. Чем разнообразнее, соответственно, чем лучше. Если ребенок питается очень выборочно, то стараемся восполнить это витаминами хотя бы, да. И второе, по питанию смотрим, как у нас работает желудочно-кишечный тракт. Если у нас есть те или иные расстройства по желудочно-кишечному тракту, либо ребенок страдает вздутиями, запорами, либо наоборот жидким стулом, то не зря кишечник, он называется вторым нижним мозгом. Все по блуждающему нерву, по центральной нервной системе, периферической нервной системе передается в верхний мозг, да, поэтому вот, допустим, своего рода, когда есть запоры у ребенка, ребенок не постоянно ходит, может происходить интоксикация, что может по-разному сказывается, да, и также оно в первую очередь сказывается в снижении продуктивности вот, психических процессов, высших психических процессов, и также сказывается в поведении ребенка, да, ребенок сможет стать, наоборот, таки капризным, либо гипердинамичным, да, то есть он все время подвижный, не сидит. Вот, поэтому, ну, это достаточно все индивидуально, это как в рамках наблюдений и того, что мы имеем, да, поэтому, что из всего этого у ребенка вашего проявляется, это уже, как говорится, можно точно сказать только тогда, когда видишь конкретно ребенка. Вот, и основное, вот третий пункт, да, кроме вот режима и питания, это будет уже постепенно перейдем к практической части, к дыхательным упражнениям, да, к дыхательным упражнениям. Кстати, давайте, Мария, вот у нас есть последний слайд, да, уважаемые родители, попрошу его сфотографировать. Сфотографировать, и это просьба родителям детей с 8 и старше. 8 точно берем. С 8 и старше. Сфотографируйте вот этот рисунок и попросите ребенка его нарисовать. Рисунок, просьба, самое главное, она должна предъявляться вот так вот лежа. Да? И даже если вам кажется, ну, так и голову повернуть, это похоже на домик, да, но нам нужно его предъявить именно вот так вот. Боком лежачим. Сфотографируйте, пожалуйста, либо скриншот сделайте, да, и попросите ребенка также срисовать его, нарисовать, при этом ничего не подсказывая. Как хочет, так рисует, как видит, так рисует. Без линейки, просто руками. Никакой подсказки. Потом этот рисунок, если ребенок сейчас рядом и есть возможность ему это показать, то пускай может сейчас нарисовать, да, ребятам старшим тоже это относится. Ребятам старшим я еще потом завтра дам более сложный вариант, да, а сейчас вот на входе вот этот вариант тоже пойдет. И рисуем и фотографируем. Потом я попрошу у вас, когда меня добавят в группу, вы мне будете отправлять свои труды, да. Это только после завтрашнего дня. Завтра я вам по возрастам перечень упражнений входных отправлю, вы все выполните, видео либо фото, ну, видео, скорее всего, либо фотографии, местами видео снимите и вместе с этим рисунком мне отправите, да, и дальше мы будем смотреть, давать те или иные рекомендации. Да, вот повторяюсь, рисуют дети, начиная с 8 лет и старше. Дошкольники не рисуют. Дошкольники не рисуют. Хорошо, Мария. Надеюсь, все сфотографировали? Если все сфотографировали, можно слайды закрыть и открыть мне людей. Мы перейдем к практической, так скажем, части. Да? Смотрите,
вот режим, мы сейчас с вами именно акцентируемся на нейродинамике. То есть вот на том свойстве нервной системы, которая характеризуется как истощаемость, утомляемость, что за собой ведет утомляемость ребенка, да? А утомляемость, ты не знаешь, там ребенок лег, это совсем когда он утомился. А за утомляемостью стоит, утомился это тогда, когда он становится гиперподвижным, утомился это тогда, когда у него все ему уже неинтересно, утомился это тогда, когда он не может удержать внимание, он начинает отвлекаться. Вот на эту нейродинамику, на фундамент нам нужно будет поработать. Да? И так как эта нейродинамика чисто в мозговой организации берется из подкорковых структур, если немножко, как говорится, задеть Лурия, то это, если Лурия Александр Романович, который является основоположником нашей отечественной нейропсихологии, и благодаря, как говорится, благодаря травмам Великой Отечественной войны и ранениям, да, они очень много вывели закономерностей и узнали о работе деятельности мозга. Поэтому именно в патологии, да, что происходит. И вот эта структура мозг, грубо говоря, разделили на 3 части. Первый блок, второй блок и третий блок. Первый блок – это подкорковые структуры. В этом плане вот наше тело – это очень хорошее. Тело – это внешняя проекция мозга наружу. Вот это мозг, вот это кора. Я ее открою, вот тут у нас будут подкорковые структуры, рептильный наш мозг, да, которые будут уходить в спинной, позвоночник, в спинной мозг. И вот эта зона, которая является подкорковой структурой, где у нас находятся все базальные структуры, диэнцефальные, они являются энергетическим блоком и являются первым блоком. Да? Энергетическим блоком, который снабжает, грубо говоря, кору энергией, тогда как хорошая энергия дает поддерживать оптимальное возбуждение коры головного мозга, и ребенок удерживает внимание, да, ребенок поведение свое контролирует, ну, так, в хорошем плане. То есть нужна у нас тут, если в терминологии эго сказать, очень хорошо работают альфа-ритмы, да, мозг бодрствует, мозг активен, он работает, да, он готов принимать, он готов творить, он готов созидать, все, он готов в бой, так скажем. А если его не хватает, да, вторая зона у нас это затылочно-височно-теменная, как раз таки у нас наша с вами зона, да, височная находится, это во втором функциональном блоке, и они отвечают за как раз таки вот за пространственные ориентации, за вот двигательно-сенсорную кору, да, вот именно всю вот эту информацию они собирают со слуха, зрения, моторной коры, которая у нас вот так ободочком сенсомоторная кора находится извилинах, да, с передней и задней центральной извилины. И вот вся эта информация, она благодаря, вот уже, это уже находится на коре, да, и благодаря всей этой информации развивается полностью вся пространственность и вся координация и движение, и любые пространственные представления на любой плоскости, начиная с тела. Вот. И третья зона у нас это то, что делает человека человеком, это лобные структуры, префронтальная кора головного мозга, это третья часть, где, вот это он главный дирижер. Главный дирижер, он программирует, он контролирует, он предполагает, прогнозирует, да, и поэтому всю эту информацию, весь этот оркестр, он дирижирует. И в зависимости от того, насколько у нас хорошо у ребенка развиты лобные структуры, но вот тут у малышей, например, 2-3 года, да, у нас лобные структуры, они все развиваются, конечно, но у каждого, каждый участок, грубо говоря, мозга в тот или иной возраст берет просто больше энергии из подкорковых структур. И вот на лобные структуры, на префронтальную кору головного мозга энергию оно будет забирать, начиная вот в среднем с 5 и выше лет. Да? Поэтому вот как раз 7 годам ребенок идет у нас в школу. Это не просто так, абы как взятое, да?
а мозг физиологически дозревает к этому моменту, чтобы контролировать свое поведение. Но до этого, в дошкольный период, основная как бы энергетика, так скажем, идет на сбор информации сенсорной, тактильной, кинестической, любой информации и на его обработку и на его перевод в конкретный опыт ребенка, да, в конкретные действия, в конкретную манипуляцию. Поэтому в этот период у детей вся вот эта коррекционная работа дошкольников, поэтому она очень много там динамики, там очень много игры, да, там очень много, так как это основной вид деятельности в дошкольной, игра, все в игре должно развиваться. А постепенно с развитием мозговых структур оно вот детей младшего школьного возраста, начиная особенно второго, с 8-9 лет, там уже больше и больше и больше становится занятий, заданий, да, уже спокойных, за столом, которые требуют концентрации внимания. Вот. И так как мозг дозревает к этому моменту. Поэтому антогенез, как бы он, какой бы ни был дефицитарным психическое развитие ребенка, он идет, мозг адаптируется, мозг пытается скомпенсировать, да, поэтому вот эту пластичность мы должны использовать. Мозг пластичен всегда, а разница лишь в скорости пластики, так скажем, да, просто если там дети у нас вот 2 лет, 1,5-2 лет развиваются очень быстро, да, могут схватывать при создании оптимально нужных условий, то там этому ребенку, скажем, понадобилось 3 месяца, а примерно на то же самое, так скажем, победы, достижения для ребенка там 9-10 лет понадобится уже полгода, если не больше, да, то есть, но оно может достижимо, просто понадобится больше времени. Вот, поэтому важно, как бы один из основных принципов, стимулировать ребенка нужно чем чаще, чем лучше, да, чтобы это было вшито некое такого своего рода традиционную игру, либо как зарядка, да, чтобы оно у нас было регулярно, периодически. Но не каждый день, если не получается каждый день, ну хотя бы периодически это делать. Так, дыхательные упражнения. Для малышей 2-3 лет это мы берем обычные наши мыльные пузыри, мы можем взять обычные мыльные пузыри, дуть, да, и либо мы берем перышко, я не принесла, перышко, можете с подушки достать, можете взять перо, но смотрите, можете купить, но самое главное, чтобы оно было вот такое пушистое, легкое, да, а не такое прям как вороново жесткое перо. Легкую берете и сдуваете. Также, это я про малыша, и начиная с малышов с 3 лет и заканчивая с детьми старшего возраста, ну, лет до 10 точно, можете играть в дутибол, наверное, многие уже играют, для этого вам нужен будет вот такой теннисный мячик и обычная соломка, да, ну, вот, которая продается. И можно это делать лежа, дуть на него, когда он лежит, да, сдувать, либо вы можете сидеть за столом, можете руки вот так положить, чтобы мяч не уходил, не улетал куда-то, да, но очень хорошо, как состязание бордюров ставить, а в конце поставить там одноразовую, ну, положить одноразовый стаканчик горлышком к себе, да, и дуть мяч, сдуваем мы его, гоним к шарику, идет, и чтобы он туда закатился, да. То есть такие вроде бы как веселые игры, но тем не менее простая вроде бы игра, да, но оно само собой тогда, когда у нас рот закрыт, нам важно, чтобы у нас было носовое дыхание, да, носовое дыхание, очень важно, чтобы у нас, ну, если у ребенка преобладает ротовое дыхание, последите за своими детьми ночью, когда они спят, рот у них открыт или как, да, либо закрыт. И, допустим, тогда, когда они вот сидят увлеченно там мультики смотрят, ну, когда ребенок, любой ребенок увлекается, у него так
чуть-чуть, даже у нас с вами взрослых бывает такая, рот приоткрывается, но тем не менее, насколько часто, да, он сидит с открытым ртом. Нам важно добиться именно носового дыхания, поэтому, когда рот занят трубочкой, ребенок, естественно, берет дыхание носом, но мы его учим, конечно, да. И чем старше ребенок, тем больше у нас всяких разнообразных методов и приемов возникает. Также мы можем брать просто полоску. Сейчас, если, ребята, рядом вы берете А4, я вас просила, да, приготовить, отрезаете маленький кусочек. Я это его в альбомном формате держала, отрезала на вот одну полоску, но она длинная, то есть я ее отрежу на еще половинки. Дыхательных упражнений у нас множество, да, и как свечку мы его держим и сдуваем. Дуем. Дуть мы можем разными способами. Когда у нас подул сильный ветер, шквалистый, да, или вот такой в ритме. Либо на старшим ребятам нужно на удержание. Оно загнулось, вот сгибается, и этот изгиб мы должны постараться удержать как максимально дольше. Да, там. Видно? Нет? Надеюсь, видно, да? Вот, то есть это можно сделать просто бумажкой. Также перышком ребенку положить и сдувать, да? То есть вот этих упражнений простыми с перышками, бумажками много, и можно их придумать самим, так скажем, да, берется вот так же, когда у нас звуки страдают, особенно вот эти свистящие, шипящие, у нас, между прочим, с сыном на букву Р даже мы это тоже делали, когда мы прикрепляем к кончику языка и на выдох сдуваем, да, то есть дети смеются, и детям забавно это делать, да, поэтому чем больше там наверх, улетел так далеко, у нас даже соревнования, кто дальше, туда плюнет, так скажем, да, вот, и сидим, плюемся, ну, на резкий выдох работает. Так, ребятам старше, начиная с школьного возраста, с 8 и старше, целенаправленно, чем старше, чем целенаправленнее мы контролируем носовое дыхание. Переходим на брюшное дыхание, то есть дыхание животом, когда у нас на вдох поднимается живот, да? И при этом мы можем изначально дышать, разрешается шумно, да? Ну, соответственно, мы не говорим там тихо, громко. Самое главное, ребенок должен ловить, что вдох носом, вдох ртом, да, именно брюшное, именно животом. Чтобы ребенку было понятнее, мы можем туда положить руку, либо малышу мы можем посадить игрушку, чтобы он эту игрушку качал, да. И для детей, для ребят постарше, можете, если сейчас они есть вместе с нами, повторяют, если их нет, мы сами повторяем. Упражнение называется чашка кофе, да. А закрываем одну ноздрю. Положение рук такое, да? Будем закрывать, открывать. Закрываем одну ноздрю, делаем, ртом не дышим совсем, делаем вдох, закрыли, открыли другую ноздрю и через него выдыхаем. Главное, не надо смотрите, чтобы ребенок вот этого интенсивного, быстрого дыхания не делал, да? Грозит гипервентиляцией, головокружением. Поэтому лучше медленно, но и глубоко, да? Детям младшего школьного возраста достаточно 3-4 подхода на одну ноздрю, мы потом меняем на другую ноздрю, да, вдох-выдох, поочередность. Если вот в младшем школьном возрасте буквально 3-4 подхода на каждую ноздрю, звук пропал. Угу.
на каждую ноздрю, то детям старше, начиная с 10 и больше, да, там 12, 13, 14, 15, спокойно по 5-6 раз можно сделать, да, и таким вот это дыхание, между прочим, нам, взрослым, при утомлении, она, не зря же чашечка кофе называется, оно как бы бодрит мозг как будто бы просыпается, да, воздух поступает и появляются какие-то новые силы, так скажем. Угу. Вот, дыхательные упражнения, и на вот эти упражнения, кроме вот этого носа, обязательно включаем, если у ребенка слух есть, постараемся, ну, либо передаем через звуки, вдох, и пропевание звука там гласных, о, у, и. При этом мы это можем также включать с телом, да, то есть тогда, когда я говорю у меня рука поднимается, о, то есть нам не только вот нам не только просто глубоко выдавать, нам нужно еще динамику подключить, да, то есть любое движение, которое вам будет удобно, которое вы на данном моменте заинтересуете и сделаете, хорошо? Вот. Следующее. Надеюсь, ребята, вот, кто сейчас рядом с вами, они пока не делают, да? Хорошо, и следующее у нас получается динамика, динамические упражнения. Сразу говорю, малышам очень хорошо, даже детям, дошкольникам 5-6 лет, задание будет лечь и поползать по-пластунски. То есть надо лечь на живот и ползти, и работать ногами, руками. Да? То есть при этом грудь оторвать от пола можно, но живот должен быть прижат к полу. И таким образом, ну, ребенку, конечно, там поставить мишень, любой маленький ребенок, у которого пока еще и преобладает непроизвольное внимание, да, и нет такого произвольного, и просто так ползать он не будет, поэтому ему нужно цель поставить, куда идти, да, он должен знать, куда он идет, и для чего он идет, поэтому цель нужно поставить, и кружку поставить, он туда ползет. Сначала он просто так ползет, посмотрите, пожалуйста, он ползет, как работают руки-ноги, синхронно или асинхрония есть? Что есть асинхрония? То есть может работать только одна нога, да? Он ползет как раненый солдат. И если ранее там в анамнезе, у нас в анкете у нас будет информация, да, в анамнезе было так, что ребенок этот момент ползания упустил, либо в силу своего тонического особенности мышц, да, либо в силу того, что, может быть, родитель поставил на ходунки, но этот этап он слабо проползал и рано пошел, да, бывает так, что он, ну, посидел на попе вот так, походил по полу на попе чуть-чуть, стоял с опорой и пошел, ну и не ползал, да, поэтому этот момент нам нужно будет вспомнить, и если дети ползали хорошо, это будет сейчас как диагностический момент, положить их и попросить проползти, да. Если синхронно работает, замечательно, если есть асинхрония, это мы берем как тренажер. То есть сначала мы подсказываем ребенку, да, то есть если не работают обе ноги, бывает так, что ребенок игнорирует нижние конечности, да, и ползет прям шустро-шустро только руками, либо только одной ногой. Тогда мы обязательно ему сначала такую тактильную подсказку даем, ноги за него руками делают. Но нам нужно добиться того, чтобы ребенок синхронно сам уже ползал, да? Потом очень часто бывает так, что при гипотонии, истощаемости нервной системы, дети, бывает, наблюдается у детей наоборот мышечный гипотонус. Дети бывают, ну, вот такими мягенькими, так скажем, да, тонуса оптимального нет. Тогда очень можно предполагать, что у них также есть слабость мышц
шейной и спинной. Чем это чревато, так скажем? Да? У нас вся информация, она идет от тела к мозгу. А оттуда там перерабатывается информация, и оттуда идет ответ. На это уходит доли секунды. Да? Мы об этом не задумываемся. Но мы задумали, какая-то мысль пришла, и мы какое-то действие сделали. Но стоит тронуть горячее, вот все эти моменты молниеносно мозг уже решает, да, поэтому, но тем не менее, сначала нужно сигналу подняться наверх. Тогда, когда у нас есть слабость мышц, тоническая, да, слабость, ригидность нервной системы такая, да, оно характеризуется тем, что по афферентным путям сигналы у нас доходят, грубо говоря, чуть медленнее, либо искаженно. Нам нужно, чтобы они двигались хорошо и по вертикальности и имели оптимальную скорость. Да? И поэтому нам нужно, чтобы у ребенка спина и шейные мышцы были хорошо развиты. Чтобы вот эта вертикализация, и у нас же вся информация идет от периферии, собирается на позвоночном столбе и через корешки нервные оно собирается в спинном мозге и оттуда стартует наверх наш мозг. Почему звук пропал? Не знаю, у меня все есть, я вас слышу. Тихо У вообще. меня включено. Меня слышно, нет? Да, слышу. Раз, меня слышно? Да, слышу. Ага, хорошо, да? Вот поэтому нам очень важно, чтобы спина и шейные позвонки, шейные мышцы у нас хорошо работали. Поэтому тогда, когда у нас есть гипотонус мышц, когда ребенок слабо прыгает, например, да, в дошкольном возрасте 5-6 лет, в 3 года это уже можно проверить, на какой у нас с вами зайчик, то мы обязательно прокачиваем спину. Прокачиваем спину мы обычными упражнениями либо лодочкой, когда вот лежа на животе ребенок либо просто как ласточкой прогибается, да, при этом голову он смотрит наверх, а детям постарше нужно встать в лодочку. Помните упражнение лодочка? Сейчас я встану. Ой-ой-ой, где вы? Я вас потеряла. Вот. Я встану. Угу. Если это у малышей, я могу сама держать его, да, и прогибается только верхняя часть, и он как ласточкой летит, да, то у ребят постарше, когда он лежит, руки вверх, руки перед собой, руку поднять и удержать, да, насколько он может удерживать такое положение. Но хорошо бы при этом иметь счет очень хорошо, если дети младшего школьного возраста, среднего звена, да, начиная от 9, 10, 11 лет, они 10-15 секунд должны хорошо удерживать. А ребята постарше тем более, да. Поэтому вы стартовый этот момент себе запишите, посмотрите, насколько ребенок удерживает. Для малышей это просто ласточка. Для малышей просто ласточка. Каким образом еще мы развиваем мышечную и шейную мышцы, да? То есть, когда у нас ребенок маленький, вот 2 года, мы можем ребенка, вот ребенок, видно? Я ребенка, родитель, да, один. Кто-то сидит здесь внизу, вот так вот. Один родитель сидит внизу. Угу. А другой родитель поднимает ребенка и держит его вот так. И при этом он держит на уровне вот бедра, и одна рука вот на бедрах, а другая чуть ниже колен, чтобы он коленки не сгибал. То есть у него вот поясница, она свободна. И вот когда он так держит, там мама, либо кто-нибудь, мама, скорее всего, сидит и ему подает снизу, вот она сидит на корточках, либо вообще может сидеть и подает ему игрушку. И ребенок, он будет вынужден так согнуться и взять. Да? Таким образом, он все равно, так или иначе, вот,
например, качает спину. Он дает, понимаете, там папа просит, но он папе отдает. Ну, то есть не просто уже забрал, да, а может просто забирать. Либо если бывает так, что ребенок, когда он утомляется, да, любой ребенок не любит себя насиловать, поэтому он может вот так лечь, забрать и все, и не выпрямляться, да. Поэтому очень важно его сдачивать тем, чтобы он дал игрушку папе, да. Либо если это мяч, мама подает мяч, а у вас дома есть щит какой-нибудь, да, он мяч берет и бросает туда. Мы ему показываем, бросай сюда, да, то есть он должен подняться и бросить. То есть это простое вроде бы как упражнение, но для развития мышц спины в игре очень хорошо подходит. Так, следующее. Давайте я вот так останусь в динамике, да? Угу. Старшим детям, которые уже начиная с 5-6 лет, но мы там им помогаем. Также момент диагностичный. Когда мы, видно, скажите, пожалуйста. Да, видно. Ага, смотрите, вот когда ребенок сидит, он обхватывает ноги руками, голова прижата, ну, стремится к коленкам. Он падает назад и должен встать обратно, да? Но, конечно, дошкольник так не делает. Поэтому в этом моменте мы его тут за ручки, за ножки придерживаем, он падает и встает. Смотрите, часто бывает так, что ребенок падает, и когда встает, у него голова прямо от хека, вот так болтается голова, да? То есть проверьте, пару раз сделайте, обязательно что-нибудь подложите ребенку сзади, да? Если голова болтается, если ребенок голову удерживает, галочку на то, что вот слабость шейных мышц у нас есть, и галочку ставить, да? Нам нужно эти мышцы укреплять, потому что, ну вот как я сказала, для сообщения, для передачи информации, для оптимального возбуждения тонуса мышц и оптимального возбуждения перехода скорости нам очень важно, чтобы мышцы были в тонусе. Вот, и следующее, например, да, кроме вот этой корзиночки, что? Да, корзиночку делаем, а взрослым делаем без помощи. Без помощи. Смотрите, детям постарше, малышам, также, кроме вот этого, да, очень важно, нам нужно обогатить, чем больше мы включаем тело ребенка в деятельность, да, так скажем, в контакт с полом, тем лучше. Поэтому, когда ребенок просто лежит плашмя вот под бревнышком, да, и он просто катится по полу, вроде бы хорошо, ну просто вроде бы как, но на самом деле в этот момент мозг очень хорошо ощущает границы тела, да, что происходит, где у меня ноги, где у меня руки, тем более оно же в динамике, то есть в движении. Поэтому обычное упражнение бревнышка тоже делается. То есть он вот он лежит и катится. При этом, смотрите, вот это горизонтальная плоскость. Очень часто при пространственной дезориентации дети уходят. Да, то есть вот вроде бы есть прямая дорожка, они уходят в сторону. Им трудно свое тело удерживать в одном направлении. Малышам дошкольного возраста это нормально, да? Но нам нужно научиться настолько, как говорится, валяться и кататься туда-сюда обратно, чтобы у них тоже появилась асинхрония движения, когда нога за ногу заступается, чтобы перекрутиться, и равномерно. Очень часто бывает так, что когда они скидывают ногу на ногу, ну, перекрестку для того, чтобы перевернуться, они очень сильный замах делают, соответственно, они начинают вокруг своей головы крутиться, да, то есть немножко переворот происходит неправильно. Поэтому малышам 2-3 лет обязательно вот эту колбаску делайте, бревнышко делайте, да, за всю длину коридорчика своего, да, в комнате, туда и обратно. И самое сначала, естественно, мы ему инерцией, мы можем ему показать, если он хорошо подражает образу, а если не подражает, слабо подражает, мы его кладем, мы его катим, да, вот. Сначала помогаем, нам нужно добиться того, чтобы он по своей инерции от и до доходил туда и обратно.
Это малыши. Так, ребятам постарше. Любая стимуляция проприорецептивная. Нам нужна проприорецептивная стимуляция. Что такое проприорецепция? Проприорецепция – это рецепторы, которые находятся глубоко в сухожилиях, в мышцах, то есть там где-то глубоко, да? То есть не на поверхностной, не там, где мы просто вот так гладим, массируем, а поглубже. И эти моменты, между прочим, дети дошколята очень хорошо... У кого пропал? У меня пропал. У меня есть звук. Слышно? Да, все слышно. Да. У детей дошколят, дети, маленькие дети, между прочим, это очень хорошо чувствуют, компенсируют и понимают свой организм, так скажем, да, и поэтому их все время тянет в снег куда-нибудь помимо дороги, потому что когда он ходит по снегу, он хорошо чувствует ноги свои, очень замечательно. Они любят, когда мама что-нибудь купила, притащила, они тащат все это, да, а мы им говорим: ой, положи, ой, высыпется, ой, сорвешь, ой, тяжело, не кати. Даже вот малыши одногодовальскую 5-литровку тащат, воду катают, да, то есть они своим естественным образом дают нагрузку на руки, на ноги. Это проприорецептивная стимуляция. Нам его нужно, и для этого нам, для стимуляции, как такового инвентаря не нужно, самое главное ребенка научить удерживать свой вес, да? Для этого, для удержания своего веса, попробуйте сегодня малышам, это просто стоять на ручках, кто-то его держит за 2 ноги, да, и, соответственно, он должен пойти на ручках, просто ходить на ручках. Хорошо ходит или нет? Хорошо, то есть на сколько шагов его хватает. Если его хватает в 3-4 года до того, что вот от и до практически он доходит без остановки, внимание, детям 2-годовальчикам можно руки держать, когда вы его ноги поднимаете, можно держать вот выше колена, да? А детям уже старшего дошкольного возраста, там 5-6 лет, 8 тем более, держим за запястье, как обычно, да? И при этом следите, что если ребенок очень так прогибается, когда вы его держите, даете инструкцию: подними попу, да, чтобы он прям спиной вот так прогнутый не был, он весь такой загнутый, чтобы он не шел, да. Нужно, чтобы он спину поднял, и масса тела его ушла на его руки. Он продавит свою руку, да, и, соответственно, своим же весом даст проприорецептивную стимуляцию по всем своим мышцам, по всем своим суставам. Именно почему нам очень важно эту стимуляцию делать. Именно эта информация, получаемая из проприорецепторов, составляет на уровне мозга вот детальную карту тела и что происходит с телом в данный момент в пространстве. Да? Поэтому, чтобы она более детально, более точно, более, так скажем, глубоко. Поэтому нам эту стимуляцию нужно делать. Детям постарше. Встаем на каракатицу. Это дети постарше, можно попробовать детям старшего дошкольного возраста. В 5 можно попробовать, 6 уж точно, да? 8, 9, 10 обязательно. Если вот он встает, ножки не вместе, ножки чуть-чуть врозь, ножки, ручки врозь и пошел. Тут смотрим, смотрите, насколько у него синхронно работают руки и ноги. Если вот поджать, нельзя уходить на носочках. Ноги, стопа должна стоять полностью, целиком, да, и встает. Идет. Дети младшего школьного возраста и старшие дошкольники, когда идут обратно, если он вперед идет очень хорошо, вы просите его обратно идти спиной вперед, не поворачивая, да. Поэтому детям старше, там, старшего возраста, тем более, да, обязательно нам нужно, чтобы ход шел обратно, не поворачивая. Малышам, если 5 лет пробуйте, но тогда им можно смело поворачиваться и естественно вперед. Смотрите, также еще нам очень важно активизировать вестибулярную чувствительность, потому что именно вот слуховые центры
в силу того, что они находятся на височной доле. Это нижний отдел, начиная вот боковой извилина височной, да, вот здесь в самом конце начинается как бы именно слуховой нерв срабатывает, да, откуда начинается слух восприниматься, но так как эта зона, она находится в нижней височной, и она не может иметь связку с мозжечком, а мозжечок у нас за движение отвечает, да, и тем более тогда, как оно еще связано не только через кору, но и подкорковые структуры через нижние холмы. Верховные, где верхние это глазные, а нижние это слуховая информация. Да? Поэтому оно еще ближе к мозжечку, поэтому у ребят может быть некая такая моторная неловкость наблюдаться, да? Не у всех. Может наблюдаться моторная неловкость, либо некая такая топорность движения невыраженная, либо там, если забалуется, он там может не вписаться в поворот, да, или вот так удариться, не вовремя оттормозить. Вот эти моменты нам нужно активизировать вестибулярный аппарат, да, вестибулярную стимуляцию давать. Ну, для нас есть как бы один из самых ходовых моментов, может быть, у коллег тоже есть вот такие эти подушки, да, она очень хорошая для мозжечковой стимуляции, и детям она очень хорошо подходит. Балансировочная подушка называется, она с одной поверхностью вот так, как ежиком, другая с точечками, конечно, но уже более гладкая, да, поэтому спортивные балансировочные не берем, это очень жестко, она очень дает большую нагрузку. Вы можете либо вот простую, помните, доска и более такая покатая дно у него, да, но вот этот момент, он очень хороший, подушка, ее можно надуть, сдувать сколько угодно, да, самое главное на нем балансировать. Пока нет подушки, что мы применяем? Мы применяем обычные повороты, обычные круги. Малыша мы крутим в одну сторону, раз 6, это двухгодовать, в другую сторону, покрутились, остановились и сразу начинаем, включаем игру в мяч, чтобы он сразу переключился. Мы не ждем, пока он там у него голова остановится, да? Сразу переключаем его в игру в мяч. Маленький ребенок, большой достаточно мяч. Сразу говорю насчет мяча. Смотрите, когда мы сегодня, также, пожалуйста, зафиксируйте у себя, сегодня вы с ребятами попробуйте в мяч сыграть, и тогда, когда он ловит мяч, посмотрите внимательно, как он его ловит. В 5 лет вот такой вот хват, еще можно считать нормой, да, но в 6-7 у ребенка должен быть уже кистевой захват. Но в силу того, что у нас, между прочим, да, инвентарь такой, вроде бы как простой и популярный, но в мяч мы играем мало, не секрет. В мяч мы играем мало, и в основном, если мы играем, у нас в основном это как бы футбольная игра, да. Поэтому мы мяч реанимируем, возвращаем, обязательно его ловим, смотрим, на как он ловит. Вот так всем телом. И при этом, смотрите, замечайте, когда он ловит, он отворачивается от мяча, как будто он боится мяча. Вот эти моменты, пожалуйста, тоже зафиксируйте, да? Вот этот страх мяча, летящего на меня объекта, да? Тогда, когда я вот не могу на него смотреть, вот полглаза смотрю и ловлю его. Может быть одним из признаков неинтегрированного рефлекса новорожденного, да, то есть те рефлексы, двигательные рефлексы, которые были у нас у ребенка в период новорожденности, они не исчезают, они просто интегрируются, усложняются, меняются, расщепляются на теле отдельных движений. Но бывает так, что оно не всегда успевает интегрироваться, да, и выходит очень часто, вот один из рефлексов Моро, он может выходить как боязнь мяча. Ну, вот это все тоже индивидуально, надо смотреть, да. Поэтому, если у вас нет времени играть,
с ребенком, даем ему вот стена, вот мяч, бросай, лови, да? То есть просто если у детей дошкольного возраста, если мяч вот такой стандартный, да, в сантиметрах, я вам скажу, ну где-то вот так в диаметре около 14-13 сантиметров, то по-хорошему где-то годам 8-9 мы должны перейти вот почти что на как мяч, как на лапту, да, нашу советскую. Это буквально 9-8 сантиметров в диаметре. Вот такой мяч. И также старшим детям мы даем бросать. Координация глаз-рука. Оно для мозгового развития вроде бы элементарный навык, но оно очень дает очень хорошую пространственную ориентацию. Для этого нужно там очень много операций. Рассчитать пространство, рассчитать точку броска, рассчитать силу броска, когда руку поднимать, когда руку закрывать. Этот момент тоже достаточно диагностичный. Очень часто бывает так, когда есть ригидность нервной системы, когда есть слабость, да, вот, заторможенность, некая медлительность. Мяч прилетел, улетел, ребенок потом только закрыл. Да? То есть он видит, но, так скажем, буквально на один счет запаздывает. Улетел, он опоздал. Улетел, он опоздал. Да? Если там годовасик так поступает, и еще нормально, как навык он еще не выработался, он впервые знакомится с мячом. Он еще только учится координировать руки, ноги и глазки. А если это происходит годам к 5-6, да, этот навык нам нужно развивать обязательно. А у старших тем более. Вот поэтому, по крайней мере, простой вот мяч, он нам нужен. И нам нужно детям дошкольного возраста и ребятам постарше нужно научиться бросать и ловить с того места, где стоим. Сначала вот беготня разрешается, а потом вот где стоим, туда и ловим. Да? И детям постарше уже можно давать, вот вообще подросткам и взрослым, теннисный мяч, вот такой вот, да? И начиная со стены, если мы бросаем правой рукой, ловим левой рукой, это уже детям постарше. То есть жонглирование через стену, жонглирование начиная с одного мяча на воздухе, да? То есть тогда, когда я очень внимательно контролирую за своим движением, за своим инвентарем, я, как говорится, в процессе увлеченно развиваю свое внимание и концентрацию. Это будет являться как бы фундаментом как такового высшей психической функции, как качество вот, внимания, которое нам нужно для работы за столом, грубо говоря, для работы в учебном процессе. Да? Поэтому нам нужно сначала вот, один из вариантов, как развивать внимание к своему телу. Поэтому сегодня старшим детям просим, да, бросать, даже вот просто на одном мяче, и при этом, смотрите, взрослым, если у них очень хорошо получается, да, очень легко они, в принципе, ловят, если у вас есть возможность одеть вот, налобный фонарь, на стене нарисовать точку, чтобы фонарь, вот там еще он обычно бывает рассеянный свет, узкий свет и прям очень точечно, да, вот в точечном режиме поставить, и там достаточно такую крупную мишень нарисовать, больше, чем этот луч, да, по диаметру, и чтобы этот луч светил только туда, и при этом, фиксируя вот этот луч своим взглядом, одновременно фиксировать и направлять, контролировать свои движения руки, да. Это сложно, это очень сложно. Поэтому это будет полезно сделать даже родителям. Это я даю задание для ребят, которым по 15, 16, 18 лет. Да? Поэтому, ну, если нет фонаря, просто пробуем сначала мячом, обычным жонглированием, обычно ловить со стены. Попробуйте, насколько они хорошо ловят мяч. Да? Также пинание, оно обязательно у нас есть. Малышами, это 2-3 года, у нас стоит вратарь, мамины, папины ноги, да?
есть маленькая дистанция, и, соответственно, он пинает. Смотрите, очень даже, между прочим, тоже тот момент диагностичный, какой ногой ребенок пинает. До 4 лет ребенок может пинать всяко разно, любой ногой. Да? А у детей мы все равно как бы пинаем, либо отталкиваемся при беге, ведущей своей ногой. И, соответственно, нам нужно, ребенок, когда, если все время пинает одной ногой, мы целенаправленно ему говорим, давай другой ногой, для симметрии, да? Чтобы он научился и не ведущей ногой работать и рассчитывать расстояние и силу броска, и самое главное, свое движение. Также для вестибулярной стимуляции на фоне, благодаря крупной моторике, мы встаем для малышей. Это просто банально, самое простое это хождение на носочках, да? Наше с вами обычное физкультурное занятие, хождение на носочках и на пяточке. А детям постарше мы встаем мы называем это кошка, пробуем, насколько дети удерживают равновесие. Сначала пробуем делать одноименно, то есть, если это левая рука, то это левая нога, то есть вот так, да? Могу ли я стоять, при этом надо смотреть вперед, рука строго вперед, нога строго назад, да? И своего рода я как прямая линия должна встать и замерить. Меняю руку-ногу, стою. Одноименное, оно сложнее. Если одноименное очень хорошо получается, и либо не получается, мы берем разноименно, то есть если это правая рука, то это будет левая нога, да, соответственно. Вот. Подняли, стоим, смотрим. Может ребенок так сделать или нет? Удерживать свое равновесие или нет? Это мы уже, начиная со старшего дошкольного возраста, делаем. Да? И смотрите, тогда, когда он упирается, пожалуйста, следите за этой ногой. Она у очень многих детей начинает подниматься вместе с ногой, которая поднята. И ребенок стоит на одном колене. Нет, нога должна быть в опоре полностью. То есть голень должна полностью лежать на полу. И рука поднята вперед, не в бок, не куда-то. И взгляд, и голова поднята наверх. Ой, вперед, точнее, смотрит, да? Хорошо. Ну вот это для вестибуляции. Самое простое, так скажем, да? И также для нейродинамики, когда мы включаем динамику, если у вас есть вот такая вот гимнастическая палка, либо вы можете его приобрести, да? Детям просто начиная с маленького возраста, с 6 лет, подготовка к школе, начальные классы, мы просто, как в лапту, переставляем с руки на руку. Чем быстрее, тем лучше. Самое главное, вот тут этот контакт. Рука должна приземляться на руку. Да? То есть вот тут вот этих всяких зазоров, всяких пропусков не должно быть. Чем быстрее, контакт рука в руку, да? Вот тут даже, вы видите, я замахиваюсь. Контакт рука в руку, он должен быть законченным, без зазора. Чем быстрее, тем лучше. Да? Усложняем вот эту палку тем же перекидыванием. Нам нужно научиться вовремя открывать, вовремя закрывать. А это динамика, а это то, что нам нужно. Да. И после того, как ребенок вот сидит, он сам себе перекидывает, следите, бывает так, что ребенок начинает перекладывать, это не считается. А именно важно, чтобы это был вертикальный бросок. Да? Такой вертикальный, да. И можно детям постарше, начиная вот с 8-9 лет, стоять друг напротив друга и друг другу кидать. Да, соответственно, он бросает, и он с полета должен поймать, желательно. И тогда, когда мы ловим, а ребятам старшим, 12 и старше лет, даже может с 11, если вот тут очень хорошо справляется, держит вот так, даже нам с вами взрослым. Держит, отпустил, поймал. Смотрите, вот тут подкидывание наверх не должно быть палки. Держит, отпустил, поймал. Держит, отпустил, поймал. Меняем руку. Держит, отпустил, поймал. Отпустил, поймал.
Отпустил, поймал, да? То есть, ну, если у вас такой палки нет, любая, можете, конечно, купить, это обычная гимнастическая, в спортивных магазинах она продается в прогрессе, и для малышей через вот, благодаря вот такой палке игра, да, есть. Если я дорожки, это уже чувствование своего тела в пространстве. Также я наблюдаю за своими руками и ногами. Если я вот внизу держу, мы ребенка, конечно, показываем, ты перешагиваешь, а если я держу где-то вот так в области у тебя вот тут бедра, ты ложишься и проходишь по ней, да? И ребенок идет в какой-то полосе, и взрослый стоит перед ним, то меняет вверх-вниз, то наверх, то вниз, вниз, вверх. И при этом сначала, конечно, мы ребенка закрепляем, может вниз, потом выше он проползает, перешагивает. Сначала ритм у нас один и тот же. Мы понимаем, что ребенок освоил движение, и начинаем путать ритм. То есть ритм у нас не должен быть, ребенок он будет предвосхищать ваши действия, да? То есть вы еще не поняли, он уже ползет. Поэтому вот этот ритм, он должен быть разнообразным, повторяющийся, да? Чтобы ребенок не мог просчитать ваши действия. Для такого обычно, для перешагивания, вот это она коротковатая будет, вот есть подлиннее, да? И вот эту длинную, вот уже для приставных движений руки можно, она гораздо длиннее, для младших школьников тоже уже выполнять. Хорошо. Так, вот это про палки. Также обязательно, так как у нас дети все воспринимают в основном через визуальный канал, тактильный канал, естественно, мы массажи используем, естественно, мы используем мячи колючие, да, вот эти, и они обязательно, они катаются по руке, но не только по ладошке, она должна катиться по всей руке, подниматься наверх, да, поворачивая через спинку, она может спускаться по другой руке, и по ноге также, по стопе, тем более, если у вас есть вальгусная деформация стопы. Обязательно прям ножку ребенка ставим сюда и катаем, да. Также вам в помощь очень хорошо малышам идет нам для стимуляции этих подушечек пальцев, вот, прищепки. Но смотрите, берете прищепки для редкий товар, может сейчас ближе к лету их станет больше, вот для деликатных тканей, у них тут есть силиконовый подклад, да, они необычные, как точнее, не такие твердые, как обычные прищепки, они мягенькие. И вот прищемляем, да, то вот тут гуси-гуси, да-да-да. У нас тут получается на каждую ручку. И тут заодно сразу щипковый захват, прицепочный захват. Учим ребенка и пальцами удерживать, и работать. И пальцы мы наши с вами прокачиваем, да, малышу? Целенаправленно он это делает, на каждый пальчик. Ну, конечно, вот так, если ребенок такая повышенная чувствительность, он не даст вам вот так сделать, да? Поэтому мы просто вот покусываем, пошли дальше. Может, вам достаточно тогда одной прищепки, да? По каждому пальчику прошлись, гусь-гусь, гусь-гусь, покусались. Хорошо. А для ребят старше, они, конечно, это могут делать сами, да? И для детей постарше, начиная... Ну вот, младший школьный возраст, и детям постарше, конечно, мы даем массаж шейно-воротниковой зоны полотенцем. Учите их делать это самим, да? То есть они утром помылись, гигиенические процедуры, полотенце, бросили себе сюда на шею, натерли аккуратненько до красна, да, до легкой красноты, чтобы кровь прилила, так скажем. На крест бросили, на другой крест бросили, натерли. Вот, самомассаж шейно-воротниковой зоны случая. То же самое можно самим применять, да? Хорошо. Если это очень коротко про массаж.
Также, смотрите, тогда, когда мы делаем массаж, очень хорошо его делать сухожильным. То есть нам нужно так же, как и для, вот сейчас я говорила про прорецепции больших основных суставов наших, да, то же самое делаем с пальчиками, суставными пальчиками, суставами пальчиков. Мы можем вот так взять, листить, чуть-чуть слегка потянуть, как будто мы пытаемся вот тут растянуть суставную сумку. Растянули, положили обратно. Растянули, положили обратно, растянули, положили, растянули, положили обратно. Растянули, положили обратно. Дальше вытягиваем. Оп, через фаланг разворот и вытянули. Фаланг, разворот, вытянули. Фаланг, разворот, вытянули. Фаланг, разворот, вытянули. Смотрите, мы эти моменты делаем сами. Тогда, когда у нас, вот, например, стоит важный вопрос, мы устали вечером, например, да? Так, мы, чтобы как-то себя стимулировать, мы начинаем натирать руки. Это у нас непроизвольно происходит. Кто еще очень часто бывает там, да, мужчины перед дракой там пощелкали, там суставчиком похрустили, так все везде активизировали, да, готово. То есть перед каким-то важным делом вот у нас так все, мы все приступаем, да. То есть мы неосознанно, не понимая, сами как бы даем себе вот эту проприоцептивную стимуляцию и, соответственно, как бы даем таким образом дополнительную информацию для мозга, и он как будто бы тоже просыпается, да, для него очень хороший поток информации. И вот этот пальчиковый, и тогда, когда мы поднимаемся на более крупные суставы, это у нас заламывающие движения, да, мягкие, жестко, резко движения не надо делать. Здесь заламывающие, да, по суставчикам прошли. Ребята постарше, они могут это делать сами, конечно. Так, следующее. Обязательный блок у нас является, если ребенок прыгает, то хорошо. Если прыгать нельзя, ну неудобно, да, не получается, то это мы можем, начиная использовать с простых движений маршировок, да. Если мы малышу там 5-6 лет просим, ну вот так, просто шагать, бывает так, что когда у ребенка межполушарная симметрия выраженно проявляется, да, ребенок ходит вот так и не замечает, что он не говорит неправильно. Я же говорю правильно. Он смотрит на вас, также может неправильно вас зеркалить, да. Вот как раз про зеркальность сказала, в этом моменте детям дошкольного возраста очень полезно играть в эту игру «Простое зеркало», чтобы они вас отражали. Именно позу, да, за мелочи. Как я стою, где у меня руки, как у меня ноги. И постепенно для детей, сначала малыши за нами повторяют, обезьянничают, они это любят, да? Детям постарше, начиная с школьной, младшей школьной, мы постепенно переходим в схему. Это может быть просто символически палка-палка выручит человек, как стоит на какой-то позе. Смотри, повтори, да? Детям, начиная с 9 лет, с 10 лет, нужно, если до этого мы просим ребенка зеркально нам показать, как я стою, уже с 9 лет он должен показывать правильно. То есть при том, что я вот так же начинаю, не сразу с символа. Вот покажи, как я стою напротив. То, что я делаю правой рукой, ты должен делать правой рукой, то, что я делаю. То есть вы ребенку объясняете, вот это вот можете показать, да, вот моя рука. Угу. И он уже, соответственно, то, что вы делаете правой рукой, он тоже должен делать правой рукой. И тогда, когда он стоит напротив, это уже не будет зеркальность, это будет правильное отражение, да. И даже нам, взрослым, иногда сложновато это сделать, смотря как стоит, да. Поэтому сначала мы это делаем на базе реального образа, мы реально стоим, да, мы реально какую-то позу принимаем, более простую, а потом, когда ребенок очень хорошо научился это зеркаливать, мы можем перейти в схему. Смотрите, также еще для внимания и концентрации очень хорошо подходит игра робот, да? Тогда, когда ребенок стоит, начиная с 6 лет дальше по усложнению, да, вот ребенок стоит, вы можете даже ему закрыть глаза.
но можете не закрывать. Его задача, вы ему показываете, я тебя касаюсь спереди, ты идешь вперед. Я тебе касаюсь слева, ты идешь налево, направо, сзади. Вот это пространство 4 сторон в теле ребенок должен понять, да? Угу. И дальше идет программа. Одно касание, один шаг, считает, да, ребенок, например. Один раз коснулся, я сюда пошел. То есть это прям немая игра, простая, но ребенку нужно запомнить тактильное ощущение и в зависимости от этой команды выполнять. Сначала ребенку дается одно действие, да, в диапазоне. Если ребенок еще счет освоил хорошо, да, более-менее в рамках 5, там, 2 касания вперед, 2 шага вперед, 2 касания туда. Один раз, одно действие ребенок научился выполнять без ошибок, даем 2 действия, усложняемся. Например, да, он должен запомнить, куда она меня коснулась, потом куда коснулась и сколько раз, да, вот все это нужно удержать. Все это нужно удержать. Сначала мы начинаем просто с простых шагов и концентрации внимания на теле, да, и от этой команды. То есть постепенно я могу там, это уже на ваших фантазиях, да, я могу добавить обязательно, могу показать повороты с определенным, да, указанием, может быть указ и поворот, знак, да. Либо это может быть пальчик, но за это надо одновременно сказать, пальчик – это прыжок. Касание – это шаг. Пальчик – прыжок, да? То есть вот тут у нас диапазон расширяется. Это уже на волю вашей фантазии. Вы можете всякое разное стимулировать по телу. И ребенок, соответственно, должен вот эту программу удержать и выполнить. Нам нужно лобный дисфор, дефицит развития префронтальной коры. Одно из направлений – это тогда, когда мы учим ребенка удерживать и выполнять программу действий. Да? Поэтому нам нужно, чтобы он научился концентрироваться на своем теле, запоминать и выполнять эти действия. Тогда, когда у нас идет маршировка обычная, для младших школьников мы переходим на одноименное, переходим на разноименное, да, и потом можем на 4 счета. 1, 2, 3, 4, 1, 2. То есть, точнее, это я вам сказала на 2 счета, да, 1, 2, 1, 2, 1, 2. То есть, это, как помните в нашем детстве, когда мы давали на скакалках экзамен, я освоил все действия, теперь мне их нужно объединить и не переставая заполнять. Да? Само собой, в этом плане самое главное ребенку, вы все идете, показываете через собственную демонстрацию. Ребенок должен видеть. Если не слышит, конечно, да? А если есть слух, да, если ребенку можно сказать речь, объяснить, конечно, это здорово. А если когда совсем глухота, то через визуальный контакт и через визуальный образец вы должны все показать сами. Делаешь так, потом так, а потом, когда он освоил все ходы, уже тогда только мы объединяем. И таких двигательных программ нам нужно на ребенка научить удерживать двигательную программу. Да? И вот тут задействуются и тактильные ощущения, и концентрация внимания, и удержание программы. То есть вот тут и моторная кора, и сенсорная кора, и префронтальная кора, и ощущения от баланса своего тела, в зависимости от того, какое упражнение вы зададите ребенку. Соответственно, еще обязательно отдельный класс – это межполушарные упражнения. Да? То есть для межполушарных упражнений для малышей, начиная с самых простых переворотов, я вам сейчас вертикально показываю, да, вот, одна ладошка ладонью вниз, другая с тыльной стороной ладони, да, вот эти
одновременные перевороты. Детям сложно бывает, да? Они обычно, малыши, это делают по очереди. Тюх, 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 тюх. Либо они вот одинаково делают, да? Тогда, когда зачем нам нужно развивать межполушарное взаимодействие? Да, для того, чтобы чем лучше это межполушарное взаимодействие работает, чем быстрее, проще говоря, чем быстрее работает мозг, чем быстрее ребенок думает, да, если это очень просто говоря. Поэтому эти межполушарные связи, они есть, тем более, если ребенок ползал, хорошо и много ползал, они крепкие достаточно, да, но просто единственная особенность заключается, может, в том, что вот они есть, но не все, так скажем, мостики хорошо функционируют. Где-то может случиться затык или где-то вообще плохо работает, поэтому информация, вот грубо говоря, с правого полушария на левое перекидывается частично с дефектами, с искажениями, да, поэтому либо медленный ребенок очень долго зависает, долго думает, поэтому вот эти межполушарные упражнения обязательно нужно в свой обиход включать. Начиная, вот малышу просто пинга-пинга-пинга-пинга делает перевороты, да, начиная вот со старшего дошкольного возраста, мы можем счет показывать ему: раз переворот, вот, 2 переворот, 3 переворот, да, и после 3 та рука, которая лежит ладошкой вниз, превращается в блинчик. Раз, два, три. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Угу. Это простое, да, вот, например. И смотрите, очень часто популярно ходит кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Для нас, для нейропсихологов, это упражнение диагностическое. И очень часто приходят, нас там учили, бабушка показывала, учительница, мы там где-то с логопедом это делали, да, кто-то как-то вот этот момент как тренировку использует, но на самом деле для нас оно диагностическое, как также динамическая проба называется, да, насколько ребенок удерживает динамическую пробу и насколько он его запоминает и переносит. Поэтому как рекомендация, как бы хотелось не чтобы вы этим не злоупотребляли, а применяли других море, да, начиная, вот если мы берем ухо, нос, малыша, перенос, пук, перенос, пук, да, то есть поэтапно показываем детям, начиная со старшего дошкольного возраста, через хлопок, хоп, хлопок, хоп, хлопок, хоп, хлопок, хоп, да, то есть хлопком мы своего рода путаем, где он был, а он должен удержать, он должен запомнить, да, ага. И таких упражнений на руки вот очень много, да. Вот давайте с вами, например, вот так же, как на локте она стоит рука полностью. Для малышей другая рука может лежать на столе. Вот так на столе лежит, да. Поменяли. Это для малышей. Для детей дошкольного старшего возраста мы поднимаемся наверх. Ой. Вот, да? Поднимаемся наверх, локоть должен быть поднятый, и вот тут рука выпрямленная и как примыкает к этой кисти, кулачку, да? Также наши с вами пальчиковые. Если ребята рядышком, они с нами повторяют. Тут зайчик, а тут лайк. Пальчик поменяли. Потому что если вы попробуйте, когда мы делаем одинаково, зайчик, пальчик, зайчик, пальчик, мозги не напрягаются совсем. Это одинаково, да? Межполушарное взаимодействие тут, конечно, работает, но она не нагружается. А стоит разойтись, сразу становится сложно. Вот тут как раз начинается выработка и укрепление межполушарного взаимодействия. Это очень хорошо, когда мы наблюдаем межполушарную асимметрию у детей. Да?
То есть, когда ребенок не может понять, где какая у него рука ведущая, либо это амбидекстрия, ребенок владеет двумя руками, либо это... Что случилось? Слышно меня? Ты зависаешь местами. Сейчас Да. нормально. Я зависаю? Да. А я в своей картинке очень подвижная. Вот. Пробуем, да? Вот теперь, когда мы освоили вот так, тот же палец остается, и вот тут, вот тут. Смотрите. Показываю 3. Окей. Очень многие взрослые, даже нашего с вами возраста, это транслируют вот так. Они смотрят на меня и вот эти пальцы показывают. А нужно вот это. Да? То есть мы начинаем блуждать своих 10 пальцев. Хоп, хоп, переходы. Смотрите, вот эти 2-3, запомните, да, я у них завтра у вас спрошу, вот 2-3, как получается? У малышей спрошу, блинчики, как получаются? Да? У старших дошкольников вот блинчики напишу, и либо блинчик полный. То есть полный это когда я уже с кулачком, да, 1, 2, 3, 1, 2, 3. То есть вы можете написать с опорой, с полной подсказкой, когда я прям вот стою за ребенком, показываю, или перед ним сижу, да, полностью показываю. Частичной подсказкой, либо, ну вот, мало-мало подсказываю. И самое главное, дайте мне характеристику. Он делает это одномоментно, вот так, либо это по очереди. Бинь-бинь, бинь-бинь. Да? Вот. 2-3 у старших ребят 2-3. Вот это как хорошо получается. Да? И также старшим ребятам, начиная с 12 лет, ну, можно с 10-11 попробовать, мы включаем вот в динамику все наше тело. Да? Ну, многие, может, пока не включим. Сейчас прошу вас также встать и повторить, если есть возможность. Да? И если есть возможность включить камеру. Хочу увидеть лица. Есть возможность? А то одни черные кошки, страшновато. Так, здорово. Угу. Александра вижу, спасибо. Даниила маму вижу. Так, хорошо, поставьте и... Ага, здорово. О, привет. Угу. Привет, привет. Кстати, вы же должны ко мне прийти на занятия. Так, смотрите. Стоим, встали. Смотрите, когда мы делаем просто прямой поворот рукой. Давай, чек, да? Просто прямой. Пробуем. Это можно. Прямой назад. Одновременно. А попробуйте разойтись. Попробуйте, пожалуйста, разойтись. Одна рука крутится вперед, а другая назад. Я хочу посмотреть. Так, у Александры... Так, мама Данила, ты поплыли назад, вот поплыла вперед. Нет, поплыла назад. Так, мальчики, давайте. У детей, смотрите, даю подсказку, если вам сложно. Когда вы вот одна рука, а потом вторая рука, это все равно одноименное движение. Вы крутите назад руки, обе руки. Когда вот так по очереди вперед, это все равно вперед, обе руки. Перед собой держим и вот тут расходимся. Одна назад пошла, другая вот вперед идет, другая. Одна назад. Вот расхождение. Вот расхождение. Хоп, хоп, хоп. А потом меняем. Ну-ка, ну-ка. А что одна у нас рука стоит?
Молодцы, молодцы. Получается? Получается? Сложно, да? Смотрите, вот надо самим научиться сначала. Давайте, второе упражнение. Руки вперед, перед собой, вверх, в сторону, вниз, вперед, вверх, в сторону, вниз. 4 движения, правильно? Всего лишь 4 движения. И теперь мы берем, правая рука начинает, а левая на 1 шаг отстает. То есть она включается через 1 шаг. То есть опаздывает. Раз, правая пошла. 2. Левая только начала работу. 3. 4. На 1 шаг отстает. Раз. 2. 3. 4. Раз. Мальчики. 2. 3. Не ждите, да? 4. Смотрите, теперь левая рука опережает. Раз. 2. 3. 4. Раз. 2. 3. 4. Так. Хорошо. Мальчики вперед крутите, да? Ну-ка, мальчики. Татьяна Григорьевна. Как у мальчиков получается вот ухо-нос? Ну-ка. Ухо-нос. Как получается? Ухо-нос. Ухо-нос. Крестиком. На ушах. Держи ушки. Нет, не на плечах. Ушки. Вот. Поменяли ушки. Меняй. Меняй. Вот, смотрите, да, вроде бы пара упражнений, но насколько, в принципе, для мозга сложно, когда что-то мы не делаем одновременно, да. Вот в тот моменте, когда сложно, он прям задумывается, устанавливает новые нейронные связи у детей, а у нас с вами, у взрослых людей, он устанавливает новые синаптические связи. Поэтому это обязательно выполняем, да. То есть немножко вот подытоживая, скажу, что вот для нейродинамики нашей важно, да, чтобы свойства нервной системы нашей была крепче, и ребенок мог удерживать и осиливать нагрузку свою, да, это режим, питание, дыхательные упражнения и динамические упражнения. Вот 4 основных кита, да. Поэтому мы сегодня как бы коснулись только их. Про дыхание единственное, что скажу, если у ребенка есть эпилепсия, да, либо были ранние приступы в анамнезе, то с этим осторожно, пожалуйста, да, очень осторожно. И если это в анамнезе было, то просто уменьшайте количество и интенсивность. Вот. И в зависимости от возможности своего ребенка смотрите, но постепенно включайте, да. И в динамике оно начинает с проприорецептивной стимуляции, любые вот эти упражнения, межполушарные взаимодействия, все идет в нагрузку для прокачивания, так скажем, наших возможностей нашего мозга, да, для пластичности нашего мозга.
для компенсаторных возможностей нашего мозга. Поэтому мячи реанимируем, мячи возвращаем, ими пользуемся. И смотрите, также нам нужны, возможно, детям, если у вас есть, еще забыла сказать, на тактильную чувствительность, когда мы ребенка просим, да, мы на теле ребенка рисуем, и ребенок угадывает, что мы на нем рисуем, начиная со спины, и при этом, конечно, у ребенка есть зрительная опора, например, да, я рисую ребенку, ребенок показывает, вот это ты нарисовала, вот это ты нарисовала, вот это, например, да, он должен угадать. Чем больше ребенок, чем больше абстрактных фигур, да. Старшим детям, вот начиная прямо со спины, потому что малыши, они все равно любят подсматривать, а старшим детям это можно рисовать на ладошке, на тыльной стороне, так, чтобы у них такая тактильная чувствительность обостренная, поэтому нам этот канал нужно использовать, да, чтобы они стали более внимательны по отношению к своим телесным ощущениям. Вот тут концентрировать внимание. А также в помощь вам всякого рода могут мешочки. Если у вас есть в закромах, раньше у вас вот всякие вот бусинки, да, рода, вспоминайте, либо у друзей можете одолжить. Очень хорошо вот в 2 одинаковых мешочка брать разные такие, да, паре, конечно, туда и туда кладем. Детям старшим могут появиться плоские, а малышам, дошкольникам только объемные фигуры, да, чтобы прям тактильно было чувствительно, разные. И звездочка у нас и тут в 2 мешочках, и еще у меня. То есть в 2 мешочках он у меня лежит, я ему показываю, найди, дай звездочку, дай мне звездочку. Ребенок ищет, и тут я могу прикрыть ему руки, да, он перед собой вот эти мешочки лежат, и он там ковыряется и ищет эту звезду, пальцем ощущает их, находит, да, то есть, вот тут я не докинула. То есть тут задача заключается в том, чтобы не смотреть, а щупать, ощущать, находить. Поэтому получается, как бы мне нужны 3 звезды, там 3 банана, да, 1 для как визуального образца, найди, дай, и 2 по мешочкам. И вот эти тактильные игрушки, самые простые, можете, между прочим, из любого подручного материала, старые свои игрушки, можете, если у вас игрушка одна, сделать его рисунок и потом уже ему показывать как схему, найди его, да, всякие вот морские ракушки, да все, что дома есть, ключи, пемзочки, да, все, что угодно. Различные геометрические фигуры, губки, может, как раз выдумка хитра. Так что самое главное давать ему более четкие разные тактильные ощущения. Вот, немножко у меня вот верхушечка, так скажем, информации того, чего я вам хотела дать. Более детальную анкету и упражнения по возрастам я скину завтра в течение дня, а вы мне потом выполните и фотографии, и видео отправите. Насчет рисунка я вам сказала, да? И потом, когда вы отправите, я вам дам те или иные рекомендации, над чем надо поработать, какие-то замечания, если что, будут, да? И вы повторно это повторите, либо я вам другое задание. Ну, в течение недели мы с вами работаем так. Завтра у нас с вами пятница. Я вам завтра скину, вы выходные, пожалуйста, да, до понедельника мне скинуть первоначальную анкету и задание. Хорошо? У меня на сегодня все. Я очень благодарна, что вы пришли, послушали. Есть ли вопросы? Теперь бы хотелось услышать голоса. Все ли было понятно?